Ну, комплекс вступил в работу в 2012 году. Тогда она была центром лыжной подготовки. А потом в 2014 году мы прошли перерегистрацию и стали центром спортивной подготовки по зимним видам спорта. Ну, центр нравится нашим сборникам, да, тем, что все рядом. То есть, если вот Рыбинске, да, надо ехать 15 минут от города до лыжной трассы. А у нас все рядом. То есть с гостиницы проснулся, вышел на зарядку, можешь сразу лыжи одеть или же можно сразу на тренировку идти. И все здесь компактно. Столовая на месте здесь, да, сауна, тренажерка, беговой манеж, тир. Все в одном месте компактно. Поэтому удобно для спортсменов. Вот приехали еще зарубежные команды, будущие хозяева Олимпийских игр Кореи и Китай. Чем привлекает его их Алдан? Алдан в первую очередь привлекает тем, что мы на одном часовом поясе, да, живем, поэтому адаптироваться им не надо. То есть, если, то бишь, вот следующие Олимпийские игры будут проходить в Южной Корее, да, и у нас высота уровня от моря тоже одинаковая с Южной Кореей, где будут проходить в Пхенчане. И, конечно же, адаптироваться им легче. Вот, например, они постоянно ездили в Европу и так далее, и, конечно, там разница очень большая, поэтому им приходится восстановительный процесс очень тяжело проходит. А так, здесь очень хороший плацдарм для штурма вот именно следующей Олимпиады. А потом следующая Олимпиада будет проходить тоже в Пекине, да? Это тоже один часовой пояс. Ну, все вместе. Вот в Тихоокеанской зоне стран это самое удобное место. И самое главное тем, что здесь вот в этих регионах, да, Тихоокеанской зоне вот стран, да, первый снег именно вот здесь. И последний снег тоже самое здесь, да. Поэтому они рано начинают и до мая катаются. Ну, они набирают много объема за это время. То есть существует возможность того, что до игр в Китае здесь могут тренироваться другие олимпийские сборные? Да. Впервые я приехал сюда в 1984 году в составе сборной команды страны проэкспериментировать, посмотреть, что за место. У нас как раз полкоманды разделилась. Одна часть уехала в Рамзау, в Австрию, и вот мы, вторая часть сюда, в Алдан, приехали посмотреть, что за место. Этот сезон у нас 87-88 удался. На Олимпийских играх в Калгари наша команда завоевала 5 золотых медалей в лыжных гонщиках. И, по-моему, из 11 медалей золотых, 5 золотых завоевали именно лыжники-гонщики. Ну, благодаря тому, что мы все-таки тренировались на раннем снегу в городе Алдане. Поэтому мы получили преимущество, катаясь раньше на лыжах на снегу. Поэтому вот сейчас это место нам полюбилось, и вот построили такой замечательный центр, где сейчас приезжают сборные команды, готовятся, и сборная команда Республики Саха-Якутия здесь готовится, проводятся всероссийские соревнования. Так что вот я вот в этом году перешел работать в сборную команду Южной Кореи. И вот первое, меня спросили, куда лучше ехать на первый снег. Я сразу сказал, надо ехать в Алдан, потому что приезжает сборная команда страны по спринту сюда тренироваться. Мы должны провести совместные сборы. Ну, естественно, приехали сюда, как бы, они, конечно, команда в восторге от этих условий, потому что все, как говорится, все есть. Ну, спорткомплекс, он вообще на самом деле начинал строиться еще в 2008 году. Какой-то период был, конечно, он заморожен из-за финансирования. Это по инициативе, конечно, Министерства спорта Российской Федерации, ну и, конечно, инициатива была Республики Саха-Якутия. В свое время, свою бытность здесь проводили первый сбор вот как раз Михаил
Девятьяров, который стал олимпийским чемпионом, да, они проводили здесь сборы и пошли очень хорошие результаты. После этого вот как раз пошли те сподвижки, чтобы здесь построить вот такой комплекс. Конечно, этот комплекс необходим. Именно географическое расположение его очень удобно. Климатические условия способствуют для развития как раз лыжных гонок. Он очень удобный в плане климатических условий. Здесь у нас сегодня здесь расположена еще и школа этих дюшор, да, по лыжным гонкам. Поэтому, конечно, вот то, что все в комплексе, здесь и спортивная площадка, здесь тренажер, полностью комплекс оборудования. Тем более, наверное, сегодня не каждый регион может похвастаться в плане того, что, выходя с крыльца, они могут сразу встать на лыжи и уже катиться. Да? Им дали большое время, не надо затрагивать на дорогу. Поэтому комплекс – это большое подспорье для нашей команды. 我们在这儿是5周35天，因为这儿的雪期比较早，而且那个场地特别好，高水平运动员，那个孙国家队都在这儿，我们有特别有学习的机会。Получается, они тут проводят 5 недель, 30 с лишним дней. И причины выбора данного места это в первую очередь то, что воздух чистый, и тут получается ранний сезон начинается, ну и условия очень хорошие. Она надеется, то, что в предстоящих играх в 2022 году, получается, ребята, которые приехали, согласно результатам, и те, также, кто принимает участие в соревнованиях, тут, также будут участвовать вместе с ними в предстоящих играх.